информационная программа «Вести Кудым Карвили Иштиянка», студия Ирина Батуева. Бур рыд джента талуня тема изъелищ. Округун чулотче семей каталун злоязыческой и христианской праздникан. Кудым Карлон юбилейки же пондач слышатны площадь. Карищ особый челядек понда библиотека лышет из биль проект. Талун быдас округиш отер шойнағы безвылын каштылана кула мезас. Шеми кашина унажыкыс ваш традиция шерти кычвелати саба без. У коми-пермяков по сложившейся традиции в Семик кладбище становится самым оживленным местом. Люди приходят сюда с утра, раскладывают традиционное национальное блюдо и едят. По словам Валентины Климовой, рыбный пирог, мед и яйцо обязательно должны присутствовать на столе. Причем принято приносить еды гораздо больше, чем смогут съесть. А вот вдруг соседи знакомые, вот которые вот у нас тут лежат, если они их знали, допустим, они должны прийти и помянуть этого человека обязательно. Вот тем более, если родственники, близкие родственники, обязательно. В округе с годами сложились свои традиции в этот день. Татьяна Минина отгоняет злых духов с помощью ладана. Это ароматизированная смола. Для женщины это обязательный обряд. Это как бы бесов изгоняет. Этот запах очищает. Многие приезжают в этот день с других городов, поминают родных, после приходят к другим могилам. Семик традиционно отмечается на 7-й день после Пасхи, за 3 дня до Троицы. У православных христиан Семик символизирует приход лета, по-другому его называют Великий Четверг, он же Зеленые Святки. Так как именно в этот день коми-пермяки почитают усопших, то каждый человек сегодня может взять отгул на работе в счет отпуска. Мне 55 лет, 56. Я помню, с детства всегда ходили на Семик больше. Те же, кто не смог прийти на кладбище сегодня, сделают это в день поминовения усопших, установленной Русской Православной Церковью в Троицкую субботу. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Кудым Карлон Луктан юбилейки Жакарын пондач слышатны площадь. У джезвиджет СМИ корреспондент Дмитрий Буланов. На данный момент на городской площади в Кудымкаре активно начались работы. Дерн с площади будет полностью убран, и здесь вместо него уложат асфальт. Сейчас идут подготовительные работы. На время стройки проход на площади для пешеходов будет закрыт. Помимо асфальта поставят дополнительное освещение и видеонаблюдение. Но если через асфальт не будут сорняки прорастать, как в некоторых местах, то, конечно, будет лучше. А то ведь если вот какое-то мероприятие проводит город, ступить ведь нельзя. Это когда дождик пройдет, конечно, грязь. Всего заасфальтируют 70% площади, точнее центральную часть. По периметру останется газон. На данный момент уже демонтирована сцена, которая находилась прямо напротив городской администрации. После выполнения работ новую сцену поставят уже в другое место с южной стороны площади, и находиться она будет вот здесь. Первый дерн на глубину 30 сантиметров снят. Старое покрытие площади уложат во дворах жилых домов. Коммунальное предприятие снимает его с помощью техники ножа, сворачивают рулонами и уже увозят, укладывают на территории. Будут вывозить и укладывать на дворовые территории, которые отремонтировали в прошлом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Благоустраивают площадь специально к 80-летнему юбилею города. Всего выделено 12,5 миллионов рублей. Привести в нормальное состояние площадь и выполнить все работы необходимо до 1 июля. Ведь уже 7 июля состоится День города, и празднование будет проходить на центральной площади. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Сиджа Карн они реставрируют на Кривощеков Нима парк. Свято-Никольская вичко Гагарич Кривощеков Нима парк. Уна год дозволи кариш мед бывшим шочищан местан. Но это кырка, а сеща кырбыдыс ваш аттракционный сджимлялися, шочищан понда места неман эзло интересной. Отир парка дугди советлатны. Таво Кривощеков Ниман шуам парк Кудым Карлон кучиш салашатны. Медбы вилиш пыртны сия кариш басок радейтана места. На данный момент основной объем работ по благоустройству парка имени Кривощекова выполнен. А именно выложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки по периметру и вдоль парка по улице Максима Горького. Построено административное здание и центральная аллея. Подготовлен каркас летней эстрады. Установлено новое металлическое ограждение. Начались облицовочные работы фундамента под бюст основателю парка Ивану Яковлевичу Кривощекову. Готовится основание под детскую и спортивную площадку. Параллельно ведется планировка территории для дальнейшего озеленения. Более 120 саженцев деревьев и около 80 кустарников будут украшать парк.
Уже в течение этой недели будут произведены первые посадки. В ближайшее время начнутся электромонтажные работы по освещению парка. В целях охраны общественного порядка парк оборудуют системой видеонаблюдения. Этнолунная заточена мортла, ученыйла и общественный деятель. Парк Шерн суфтатаса памятник. Татен вилиш понаса быдмын мед бучам пуэз. Луаскерым шутчищем понда бытса комплекс. Кудым карлын локтан юбилей лунач, подрядчик должен помавны быдас пондата муджез. Свято-Никольская вич кудыныш парк, когда видя аспычка спыдын историко-культурный дон. Вилиш луас бычам да бур. Кудым карым пондасала счетный кинозал, культурно-деловой центр, того пондастойно чулетны не только мероприятия, но и бюджетное кино. Кудым кариш культурно-деловой центр пырис организация зланлыда каднала фонд кино пырет, того счетаса грант. День гашетша кинозала счетем было культуралын учреждение сотрудникез, и того уджалися к гочерна, и того быдаш шогмис. Мы выиграли, скажем так, участие в конкурсе. Наша заявка прошла. И в апреле месяце я был в Москве и подписал договор о выделении денежных средств для оборудования кинозала. И, наконец-то, 17 мая данный договор, согласованный, подписанный всеми сторонами, поступил в наше распоряжение. Это позволяет нам начать сейчас все процедуры по получению денежных средств, объявлению конкурса и практически по оборудованию зала. Зал будет с возможностью показа фильмов в варианте 3D, прежде всего. Кроме самого кинооборудования для просмотра фильмов, мы ожидаем, в комплекте входит и оборудование по звуку, очень качественное, очень хорошее. В этом году мы обязательно наших жителей порадуем новыми киносеансами, новыми фильмами. И самое важное, что все новинки, которые будут выходить, и о которых премьеры будут объявляться по центральному телевидению, либо по других средствах массовой информации, эти премьеры будут совпадать обязательно с премьерами в городе Кудымкаре. Культурно-деловой центр кинозала счетем был считаться вид 1 миллион руб. Ремонт пондасмунны ыджит залын. Удж эстен корши пачкет. Коловежны нёльшоша у нас же кресло. Ния акмыздас 90-й год чаш. Эстен день ганкас и отцавна администрация. Сичкач субсидия быдес уджез выло остырмы. Планнезн суфтетны бур оборудованию и лышетны зал. Сиджмет бытатыны очлан чулалиса мероприятия сда концертез. Илоис возможность бур качествен и 3D форматен бюджетный кинофильмез. У нас будет возможность использовать этот зал не только для показа кинофильмов. То есть свои функции, как зал совещаний, как зал для проведения каких-то концертных мероприятий, он за собой будет оставлять. Постараемся, чтобы у нас были хорошие, комфортные сиденья, прекрасные стены. То есть этот уровень комфорта, который вы сейчас видите в городе Перми, мы постараемся также здесь устроить. Каричком Пермяцкая детская библиотека лишит из особо чиродек понда виль проект. Андрей Зубов не мочилят библиотека ан актиса семьяез, когда быттана воспитывает на ограниченной возможности запиезас. Библиотека лакожнала в неделя, татыш уджалище злашит и сочилять понда бур кожин. Мычалися кукольный спектакль. Моток пряжи нема сказкан, участвует и совелочищез. Не агажатися виджатищезас быткоть аканнизан. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, забрела ты далеко. Керн чиродёклыш олан кокнирджикан да агажажикан думайте на библиотека рез ашнес. Главный библиограф гижис особо читать понда проект, когда вермис Пермской краин парализация ланцентрич проекте сколасын. Вся суть проекта в его названии «Дети одного солнца». Любому ребенку нужно общение, а для особых детей с ограниченными возможностями очень важно развивать себя, самореализовывать. И для этого им нужно получать информацию и уметь ей делиться. И очень важно для них общение с другими детьми. И главная цель нашего проекта – это как раз-таки объединить особых и обычных детей, создав для них единое пространство для их самореализации, общения и времяпрепровождения. Проект пондас уджавный нёли месяц. Сырамка спычкан чулалася мультилекторий, декоративно-прикладное творчество, шорты, мастер-классы, конкурс «Разноцветное детство» и челядь понда фестиваль, когда вылын кераса и тоггез. В рамках проекта
мы создадим на базе детской библиотеки игровую зону. Игровая зона, так называемая предметно-развивающая среда, включит в себя не только место для чтения, где родители с детьми смогут прочитать книги, пролистать журналы почти в домашней обстановке, но и окажет игровую терапию на детей. Это же нетрадиционный метод для творческой учпырет. Библиотека ищ уджалищез, каси разоротно ограниченные возможности запезлищ унак уже мез. Медбы олан быться чамкага. Чувствуйтесь ашес полноценной личностью. Ирина Патуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Кудымкарлын кукьямыздас гоча юбилейке же Компермятский краеведческий музей лощетис вели выставка «Югыра городок». Что бы вы купили в этом магазине? Меня вот радуют цены. Крупа из нёльдас кукьямызда куим дас копейкан. Килограмм сахар понда экмыздас копейка. И быдас цена сечемыч. Это джулали кырка. Музей вашкадыш вели быдас. Екатерина каджи уна гыщес дивуйчис ыктымнас. Виль выставкален экспонат из газеты сащин и лов. Ну тогда, думаю, если в сравнении на те зарплаты, которые получали, наверное, оно в принципе и соответствовало. Помню, вот лимонад. Очень любили покупать лимонад. Очень нам нравилось. Причем мы ходили в магазин с бетончиками. Мы покупали лимонад в магазине, с бутылок сливали в бетончики, бутылки сдавали, и нам хватало денег. То есть на сданную тару мы покупали вот содержимое лимонад. И с бетончиком шли домой. Дома его разливали, была вообще красота. Бочный магазин челять кадыш торрез, тыца чай и мадик берща, касиса уна мортез. Югыра городок нема выставка выла музейщик из петкатиса быдас Микола Кадла. А югыран, когда вуджотче кыч югыт, гажа, шондия, шуиса выставка сышань, что этчем определению, кудым карлышала медбура. Карлан история пондочис шижимет векшань, кыр аркмис городище из юр. Очень привлекли вот эти фотографии здесь, 47-й год вверху, но узнаваемые места и как-то вот дорого посмотреть, почему-то дорого. Юбилейная выставка лощетом уна экспозиционный комплекс из мычалом чулалом и онякад. Уна фотография извещена производство елищ. 1962 года уджалис бытовой комбинат. Содис бытовая услуга извела спрос. Вуриса и реставрируется пачкам. Валиса заказез. Кудым карнзорамиса мебельная фабрика, минеральный ваечский рамщерти цех, кирпичный завод, льнозавод, дамадик производство. Ниния абуни. Кариш быдолиш вишташа кудым карилиш аслас каштылым мез шерти. 50 лет тому назад, когда я ехал в Кудымкар по институтскому распределению, меня удивили прежде всего тротуары. Добротные, качественные, по-своему красивые. Выше тротуар посмотрел, это архитектура одно-двухэтажная, в основном деревянная архитектура. Каменная еще только шагала. Тычана место из акырка ниен олище злыддиса автовокзал Кривощековлыш парк да кафе. Сайматиса вджетищезн ваш качерти ностальгия. Быдас экспонаттез, а ния югара городоклан выставка вылн шо виддас, петкатымыш музейлан фондезиш. И уна торре статан мычала на первуиш. Выставка по нас уджавна октябрь месяцедж. Сен быдас желающие злан МК локна музея гуляет на ваш каркужа. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Это было менталом быдас велич панташа машинасов нас быдас бурса аддишлтадж.